Обсуждаем мы сегодня тему вопроса гендерной представленности женщин в правоохранительных органах и почему это важно. Обсуждать мы будем сегодня этот вопрос с депутатом Джугурку Кенеш от Первомайского избирательного округа Эльвирой Сурбалдиевой. Эльвира Джергалубековна, спасибо за то, что откликнулись на наше приглашение и готовы обсудить этот вопрос. В первую очередь для меня очень важно задать вопрос, почему необходимо продвигать женщин в Кыргызстане? Вроде у нас как бы равные права. Ну, в законе о равных гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин, конечно же, прописано, что в каждой структуре, государственной структуре, ну и в частной подразумевается, да, формально должна быть представленность не менее 70% одного пола. Вот как в парламенте, почему говорят о 30% квоте, да? По факту же, меня часто спрашивают, почему в силовые структуры не идут женщины. Конечно, там ненормированный график. Допустим, если мы говорим конкретно об органах МВД, там подразумевается, помимо ненормированного графика, подразумевается также это ловля преступников, бандитов, какие-то вот такие, ну, определенные специфика работы подразумевается. И плюс к тому, что женщина, которая не может, допустим, сверхурочно работать на постоянной основе, у нас же женщины должны как бы распределять время между семьей, ну, я думаю, все это женщины, да, и работой, им, конечно же, это сложно. А почему должна быть представленность? Я 9-й год в парламенте, и все эти 9 лет ко мне обращаются очень много, как мужчин, так и женщин, да, о различных ситуациях насилия по отношению к ним, к детям, по отношению к женщинам. Количество, к сожалению, не уменьшается, к сожалению. С чем это связано, сложно объяснить. То ли агрессии стало больше, то ли это ковид на нас так повлиял, то ли средства массовой информации, соцсети появились, и мы уже об этом открыто говорим. Я не знаю, да. Но в целом, действительно, насилие больше и больше с каждым годом. Я сравниваю за 9 лет, вот 9-й год в этом году, получается, второй созыв я в парламенте. Если конкретно о случаях насилия говорить, женщины в регионах просят, чтобы их слушали женщины-следователи. И когда мы спрашиваем, допустим, если вот конкретно брать какой-то пример села, и вот женщина мне рассказывает, одна женщина, вы представьте, говорит, в нашем маленьком селе все друг другу кем-то приходится. Одноклассники, знакомые, родственники, кудалар. У них есть какие-то свои взаимоотношения в нашем маленьком районе, селе. И вот женщина-то зачастую, прежде чем стать частью чьей-то семьи, она либо выходит замуж в другую область, в другой район, в другую часть страны вообще. Возможно, там бывает она и с этой части села, района, области, да. Но зачастую я там не своя. И если происходит какой-то инцидент, я иду к мужчине, и вот у мужчин вот часто, говорит, такое вот отношение, как бы, да, муж с женой поругается, ничего страшного. Я бы хотела, чтобы меня, помимо этого, меня выслушала женщина, потому что я верю в то, вот, ну, по крайней мере, вот из наших разговоров, да, я стала приходить к выводу, что эмоционально женщины мы более открытые. И вот это чувство сопереживания, сочувствия, да, на что надеется человек, который пострадал от насилия, это вот как семейное насилие, да, как также и по отношению к детям идет очень много разных кейсов, случаев. И, конечно же, они прям просят, говорят, можно следователей женщин побольше. И мы стали на эту тему работать, исследовать. Да? Я в парламенте несколько раз об этом озвучила. Есть какая-то статистика по представленности женщин в правоохранительных органах? Она очень низкая, намного ниже, чем, естественно, у нас в парламенте. Да? То есть когда, а вот уже много-много лет проводится исследование, когда женщина поступает на работу в государственную службу, вот если общий процент госслужбы брать, практически половина женщин, нас берут на работу, все идет на равных, да, вот и, там и технические специальности, вот если весь пласт брать, да, но если говорить о карьерном росте, то растет очень маленький процент. Если 5-6 лет назад это было 11%, да, то сейчас эта цифра резко снижается. Но мы же видим по Кабмину, после того, как в парламенте это озвучили, после того, как в средствах массовой информации, большое спасибо журналистам вам, да, что вы это все время поднимаете,
После того, как это как бы много волна насилия, да, идет, да, и тема гендера, международные организации поднимают. Большое им спасибо, что они нас поддерживают, женщин, да. После этого в Кабмине появились женщины. А то вы помните, у нас были заседания. Абсолютно да? мужской состав был. Да, в резиденции одни мужчины. Это буквально пару лет назад. Да? Но вот потихоньку тенденция, я надеюсь, она будет меняться. Вы озвучили очень четкую цифру, что представленность женщин в правоохранительных органах должна быть не менее 50%. Зачем такая большая цифра? Большая ли она, на ваш взгляд? Согласно закону, не более 70% одного пола, это получается не менее 30%. Фактически же, если брать технический персонал, то, естественно, в общих цифрах, в общих абсолютных цифрах, если там мы будем вести расчет, цифра будет, я думаю, возможно, она к 20%, она к 30% даже, возможно, подойдет. Но если мы будем говорить о конкретно работающих женщинах-милиционерах, заведующих, руководителей департаментов, ответственных, серьезных, департаментов, руководители, которые принимают решения, влияют на какие-то процессы, их будет намного меньше. То есть, я думаю, эта цифра до 10% даже не дойдет. Да? Таким решением, предложением мы должны выполнять какие-то международные обязательства или вот только то, что у нас прописано в местном законодательстве? Что вообще говорит международная практика? Практически каждый раз, когда мы говорим о гендере, да, я все время напоминаю как вот руководству нашей страны, так и руководителям наших ведомств, Кабинету министров о том, что есть международные обязательства. Мы берем очень-очень много кредитов и грантов. И когда часто вот сейчас буквально муссируется тема неправительственного сектора НКО, да, это вот их часто называют люди, которые берут очень много грантов организаций, да, как-то пытаются вот хейтить на эту тему, да, фактически-то самый большой грантоед это государство. Об этом все должны понимать. Во всем развитом, цивилизованном обществе всегда есть критерии оценки деятельности государства, есть стандарты. И в первую очередь это должно, ну, по крайней мере, из того, что вот я взаимодействую по работе, да, это гендерное равенство. Идет номер один. Создаются ли равные права, возможности для карьерного роста и развития женщин? Есть ли это? Вообще гендер, как он развивается, как у нас одинаковое ли отношение к мужчинам и женщинам в этой стране? И зачастую по этим критериям сейчас мы хромаем по этим критериям. И когда мы об этом говорим Кабинету министров, конечно же, вот часто вот в ответ такие как бы возмущения приходят, вы все время критикуете, но буквально последний пример. Счетная палата, кандидаты, которые все время приходят в парламент, лидеры фракции выдвигают только мужчин. Вы проголосовали против? И последний раз я проголосовала против, более того, я была очень возмущена, это же уже какой раз. И ты в парламенте, когда поднимаешь и говоришь, ну, уважаемые коллеги, я с уважением отношусь ко всем кандидатам, они, возможно, достойные, там, может быть, лучших отбирают, да. Неужели в огромной системе нет тысячной армии за 30 лет? Неужели нет ни одной достойной женщины? Вот это меня очень сильно удивляет. А международные стандарты четко прописывают равные права и возможности, потому что там государство Кыргызской республики всего 30 лет. Возможно, у нас маленький пока опыт. Во всех развитых государствах много-много-много лет это все уже есть пласт, фундамент, и они понимают, это база, на которой должно строиться современное, светское, демократическое общество. Угу. Что говорят вообще коллеги, ваши мужчины по поводу вот вашей инициативы и вообще о ситуации с гендером? Они считают, что все ок или действительно надо что-то менять? 51% голосующих в этой стране – это женщины. И я считаю, что они менее коррумпированы, и они действительно отдают голоса за работающих политиков. Поэтому, мне кажется, депутаты на это обращают внимание, да. Какие законодательные вообще изменения понадобятся для того, чтобы вот переломить эту ситуацию в правоохранительных органах, в органах судебного департамента, возможно, повлиять как бы на другие сферы? Там, где не хватает, да. Кыргызская республика одна из первых вообще, я думаю, на
постсоветском пространстве, по крайней мере в Центральноазиатском регионе, одна из первых приняла закон о равных правах и возможностях. То, что государство гарантирует каждой женщине в этой стране, да, формально. Я не думаю, что нам нужны какие-то... У нас замечательные законы. Я не думаю, что нам нужны еще какие-то законы. Мы не можем все время ужесточать и наказывать. Возможно, наступило время стимулировать, разговаривать, разъяснять и пояснять, да? И мне кажется, просто эти законы должны исполняться.